Сюда вошли вот, легенды, сказания, предания, всевозможные упоминания, история об азизах в первой части книги и непосредственно сами азизы, то бишь фотография места, где они находились, либо могли находиться, приводится карта и координаты. Встречайте! Это долгожданная книга крымского исследователя Александра Аникина «Крымские азизы. Тени забытых предков». В нее вошла информация о всех святых для крымских татар местах, которые автор изучал в течение 4 лет. Труд получился объемным, больше 400 страниц, иллюстрированных авторскими фотографиями. Как Кандараки писал, каждое крымское село имело своего азиза, а то и несколько. Поэтому сколько их было на территории Крыма, тяжело сказать. Я могу только предположить, что больше 1000. Вот сюда вошло порядка 330. К сожалению, отмечает Александр Аникин, хорошо сохранившихся азизов в Крыму не так много. Сохранилось буквально около 50 азизов. Вот, около 50, может даже и меньше. Вот, некоторые находятся в плачевном состоянии, некоторые уже не существуют как азизы. Большая часть это просто то место, где он когда-то был, где есть упоминание об азизе. Александр Аникин – известный исследователь азизов. Несколько лет он собирал информацию о них, иногда буквально по крупицам, и охотно делился находками в соцсетях. Первый азиз, который посетил Александр Аникин – это знаменитый Хархазизлер в Белогорском районе. Мы с женой путешественники. Путешествуем по Крыму, у нас пеший туризм. Путешествуем более 10 лет. И как-то, сидя за компьютером, я попал на список, опубликованный в «Голосе Крыма», который опубликовал Нариман Абдулвапас. Вот, крымские азизы. Вот, посетив один, и как-то стал интересоваться, стал читать больше, посмотрел его историю, и как-то это оно затянуло меня. На каждом азизе наступает чувство спокойствия, какого-то душевного спокойствия. Сидишь, и такое ощущение, просто не хочется уходить. В Крыму еще остались азизы, которые Александр Аникин не исследовал, поэтому его увлекательная и полезная работа продолжается. В планах у автора дополнить издание новыми сведениями.